что, братцы, как-то так. Погнали. Поехали. Друзья, всем привет! Наверное, многие узнали местечко, да? Кто давно на канале, узнали мою Галечку. А как же, говорит Лариса Юрьевна? Ну, Галечка, ребята, это Галечка. Так его называю, одно из хороших мест по фидеру. Очень много рыбалок здесь удано. Вообще очень много. Здесь я и трофейная рыбалка, у меня по лещу. Я здесь поднял рекорд. 2,555 лещ. Здесь ловил я на фидер судака, ребята. Здесь я ловил крупную стерлядину на фидер. Судака, кстати, тоже на фидер. В общем, здесь очень много
прикольных моментов было вообще. Много рыбалок. Часто выезжаю сюда с семьей. Осенью мне здесь нравится, потому что наверху бор, ребята, когда идут грибы, тут прям вообще классно. Долетел, ребят, в принципе, неплохо. Сюда не ходил с весны еще. Весной я ходил еще ниже, но это понятно, весна. А сейчас дорога еще неизвестна особо. Так, прошел аккуратно, но нигде не зацепил, в общем. А так-то водичка уже подупала, ребят, хорошо подупала. И, соответственно, так, в аккурат. Ну, не изнаночка еще, не полный газик, в общем, дошел. На берегу, смотрю, много народу, хотя сегодня понедельник, точнее вторник, выходные, стараюсь не выезжать по возможности. Ну, в принципе, никого и нету. Да и вообще в целом особо здесь никого и не было. Трава не примята, обычно здесь палаточная система. Костровище, смотрю, еще никто не полил, как с прошлого года осталось. Вот так. Так оно все как бы и есть. Ну, кто-то рыбачил, да, не спорю. Стояли рогатульки, тропинка натоптана. Вот здесь кто-то сидел. Вода, скажу, большевата по этому месту. Но, в принципе, пойдет. Фух. Класс, ребята. Ах, посмотрим, что сегодня получится. В принципе, место здесь такое интересное, ребята. Никогда, в принципе, без рыбы не уезжал. Но были здесь и пустые рыбалки. Но так в целом местечко шикарное. Порядком 20 километров по реке от дому. Может чуть меньше, 19 где-то я вроде замерял. Ну как-то так. Время часа 3, наверное. Не знаю, что с телефоном стало. Все, что-то паник не включается вообще. Хрен знает. О, пищит-то пищит, работает. А вот то, что не загорается. Попробую поставить на зарядку. Может, что получится. Так, ребят, разгрузка. И в целом начну выставляться. Как обычно, будем кормиться, закармливаться. Ну и как бы не спеша начнем рыбачить. Так что давайте, ребят, не буду мониторить, наверное, сборы, монтажи, все это дело. Под музычку бахнем, ну а там уже начнем. Поехали.
Чем будем сегодня угощаться? Ну, наживка, как обычно, опарик, ребята. Опарик кукуруза. Летом рыбачу только практически на опарыша. Бывало там на сало какие-то года пробовали. Баночка кукурузы, но я ее замешиваю. И как и на осадочную, так и на прикормочную. Здесь у меня карпомания, клубничка, меласка, свековочка, все тоже от карпомании. И вот такая базка. Еще остатки. Это у нас 2,5 килограмма база желтая, ямановская. Наверное, ее и замешаем. Шайба пшена. Шайбочка пшена. Меласочки туда. Баночку кукурузки прям с водой. И, наверное, по чуху бахнем. Если что, увезем, заморозим. Ямановскую. Так, ее не взорвать. Нужно нам колюще-режущее. Вот сегодня желтенькая будет, ребята. Это еще старые запасы, думаю, надо использовать. Все-таки прикормка тоже имеет срок годности. Ну вот так вот, ребят, сейчас размолотим, посмотрим. Бывает, что пшеном просто даже воды не добавляю. Так, ладно. Месим. Ну, вот такой шлейф должен быть у нас. Ну что, давайте попробуем. Десятку пришлось повесить. Вот фидера как раз у меня, ребята, тестом 150. То бишь 110 как раз не повредит. Не повредит. Все так же. Патернострик у меня. Ничего не изменяю. Все по классике работаю. Как мне понравилось, так я и, в принципе, и стою. Ну, начнем
Стартовый закорм я не делаю. Я там не какой-то профессионал, спортсмен. Просто люблю рыбачить на фидер. Мне очень нравится. Спокойная рыбалка, без суеты, без кипиша, без лишних мандражей, как говорится. Ну, погнали. Ну да, с кормушкой-то, с кормом все 130 грамм. Бах. Ложить недалеко буду. Ну, 4 метра, ребята, 4,5 присутствует. Так, ну, кормушка встала. Вроде как. Но все равно тащит. Ну, как бы так уперлась вроде. Не, все равно сбрасывает немножко. О, фига себе. Ну и поклевки сразу, ребята. И поклевки сразу. Солнце сейчас как раз в боковину мне будет. Подтаскивает, да. Надо кидать немножко, чуть-чуть по течению, чтобы она не прыгала, оставала сразу куда надо, куда нужно. Ну, сейчас подраскидаем. 3-4 заброса поймем. Все, второй кидаем. Так, второй на 90, ребята. И поводок 50 сделал. Покороче. Посмотрим, может, ближнюю бровку найду. Ближнюю буду кормить, не одну буду бровку кормить. Пока непонятно. Так, что тащит у нас тоже. Это встал, куда-то уперся в каменную бровку, скорее всего. И потом вот вырывать тяжело. Надо сразу фидер кверху поднимать. Ну, поглядим, короче, ребят. Такие дела. Блин, сходу. Сходу на 90 опять лупит кто-то. Видать, подсела. С течением. Такие поклевки, может, из-за течения такие резкие поклевки. Ух ты, ребята. Понятно, вы не видели. Это у нас курносая вроде прыгнула. Может, щука. Но, скорее всего, курносая. Аж выпрыгнула рыба. Ну, кто не понял, стерлядь. Стерлядина. Опять подсела уже, скорее всего. Ну да. Ну, мелочь какая-то. Густерочка. Неплохая такая. На котлеты будем брать, ребят, как думаете? Наверное, наберем, да, на котлеты? Наберем, что нам? Пускай будет. Ну или хотя первую отпустим. Давай. Я, кстати, взял этот щучий. Он, может, и щука бахнула крупная. Надо будет зарядить. Сейчас поймаем вторую, да, подставим. Ладно, первую отпустим. Ну вот, нормал. Ничего не рассасывает. Бьет сразу. Активно. Отлично. По прикормке, ребята. Ну все шикарно. Вот видите, я даже ни грамма воды не добавлял. Сейчас единственное, на жаре сверху немножко будет подсыхать. Можно будет потом добавлять чуть-чуть. А так вот, пшено, как увлажнитель, она идет шикарно. Ну и как база, прикормки много получается. Ну, понятно, деревенский вариант. Ну, мне нравится. Так, а этот у нас... Оп, нормально вроде. Ну, стоит. А, там какая-то рыба, походу.
Тяжесть просто кормушки такая, что он потом подвис и стоит. Не шелошит ее. Я думаю, что-то не дергает. Он что делает, смотри. Так, ну что, пойдет вроде? Пойдет. Эрис. Готово. Так, ладно, ставлю, ребята, я на щучку. Хрен знает. Может и щука крупная. Мелочь бьет. Надо бросить. Эрис. Готово. Так, ладно, ставлю, ребята, я на щучку. Хрен знает. Может и щука крупная. Мелочь бьет. Надо бросить. Так, ну что, первый претендент за щучкой. Оп. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой, что все запутаешь? Поехали. Попробуешь поймать. Тут большой всплеск. Поехали, попробуешь поймать. Так. Вот сюда ее под спинку, ребята. Раз. И к фидерам туда в гости. Раз. Вот так вот. Все. Готово. Фу, ребят, ну что тут? Нам еще часик-полтора повариться придется. Солнышко как раз стеной. Сегодня 29 градусов, кстати, в тени. У нас позавчера был ливень так хорошенько. Вот что делает, ужас. Просто калашматит. Сейчас что половим гусеру, позакормим немножко к вечеру. Солнышко спадет и уже более-менее начнем двигаться. Так что нормально вроде. Хорошо. Поехали.
вот это уже котлетная. Или не котлетная. Ладно, не будем брать. Будем брать что-нибудь покрупнее. Ой, как хорошо. Ой, замечательно. Ой, хорошо, ребята. Здесь в этом месте лес за спиной. Приятненько. Сразу бац и солнышко. Пораньше хоть заходит. Так-то солнце еще будет пару часов, наверное. Река живая, ребята. Нравится мне. Эти монстры, блин, то слева бьет стерлядь. Вот где-то вот там. Недалеко, кстати, от берега бьет. Сейчас выше начала. Ну, скорее всего, не одна. В прошлом году здесь одна жила, небольшая. Я все наблюдал за ней. А сейчас смотрю, скорее всего, тут даже не одна, ребята. Классно, рыбка плещется. Тут окушок гоняет. В траве он там. Мелочь плещется. Чайки рыбачат. Ну так вот. Стоит дежурный на щучку. Была поклевочка. Видать, не большенькая. Ну посмотрим. Такое затишье, ребята. Рыба всякая плещется. Кроме леща. Ну, лещ будем ждать ночью. Прикормки у меня валом. Кормить не хочу. Будем ждать, ребята. Все, я в принципе готов. Заработало, ребята. Вроде заработал. Пленку надо менять. О, все, ребят. Заработал. Походу перегрелся от жары и что-то вспотело там все и в двух. Что-то не знаю. Заглючил он у меня, короче. Нормально все включился. Слава богу. А то, блин. Нормально. Заработала, заработала. Все, 18:37. Ништяк. Кушать пока неохота. Куча минералки у меня там. Сок взял. Короче, воды там, блин, питья море. А банка пива еще там есть. Короче, неохота, ребят. Там сосиски взял, что-то такое. Короче, это уже ночью. Когда уже надоест, что-то там туда-сюда. Захочется что-нибудь разнообразие. Пока посидим, пождем. Пока пождем, а потом посмотрим. Пить, ой, пить, говорю, есть неохота вообще, ребят. Кто в жару вообще, я не знаю, вот, есть у кого аппетит. Мы сейчас что спасаемся? Окрошечку делаем. Вот. Туда-сюда. Какие-нибудь салатики легкие. Юрина у меня там что-нибудь подзапекает. Рыбку какую-нибудь, знаете, такое. Ну, вообще на лайте. Потому что, блин, готовить что-то такое серьезное тоже испортится, блин. Как зимой, допустим, там борща наварим, там какой-нибудь там. Так, что-то вот курочку, ребят, такое, знаете. Что приготовили, поели сразу вечерком. Все. А так мороженое там, не знаю. Детям, говорит, мороженое, бабам цветы. Говорит, и погнали. А лещу кукурузы. Опа.
Серьезно? Не-не-не, установка будильника. Я тут понажимал, короче. Сейчас разбираться буду. Никак не ожидал, ребята. Что-то рановато, брат, для тебя еще. До ершей-то, блин. Ёржик, я думаю, что... — 19:23, ребята. Вообще пока нет намека даже, что на точке какая-то рыба в плане там подлещика, леща. Но обычно вечерком тоже выскакивают. Странный вечерочек такой. Не внушает доверия, но ничего. Будем рассчитывать, ребята, что все-таки мы выкормим его. Блин, тишина такая, ребята. Кайф, просто кайф, ни души. Вообще ни души. Обычно троллингисты туда-сюда все равно какие-то ходят. Сегодня прям вообще бомба. Там возле деревни народу море сидит. Там какой-то вообще целый там сплав какой-то, видать. 5 или 6 лодок остановились на пляжу. Смотрю, разгружаются. Но, видать, сплавом идут или что. А так, все, здесь никого вообще. Эх, рыбейка, не подведи-ка ты меня. Что-то уже надоело уже. Что-то охота половить. Просто половить, ребята, охота. Просто тупо половить. Вот реально. Вот она, ребята. Вот на эти всплески я смотрю. Не знаю, попала она в камеру, не попала. Но они прям выпрыгивают. Сейчас июль месяц. Сейчас самый пик у нее. Но замечено, ребята, что данная рыбейка нерестится раз в 4 года. Почему она такая у нас? Точнее, у всех под запретом. Вот только-только бахнула. Вот она сначала снизу била. Ну, точнее, может быть, даже не одна она. Вот она прям недалеко бьет. Вот я смотрю на эти всплески, ребята, и балдею. У меня тут очередная, видать, мадемуазель села. Что все там, такие подачи даже, ребята. Что, первая рыба, которая в садок пойдет? О, это окунидзе. Тебе-то тут не хватило, братик. Окунечек. Окунек. Заел, блин. Тихо, братик. Тихо, я тебя, наверное, отпущу. Отпущу, ребята. Вот такой красавчик. Смотрите. Он не доживет в садке даже в эту жару, ребята. Соответственно, буду отпускать. Опа! Давай, брат, живи.
Красавчик. Дело прошло, ребята, 9:30. Времечко-то идет, а у нас садок еще пустой. Точнее, не пустой, а мы еще не положили ни одной рыбешки. Странные дела. Ждем. Да ладно, первый что ли, ребята? Да ну, блин, нафиг мимо. Лещевая поклевка, ребята, была. Стабильно лещевая. Блин, а. Что-то я его не всек. Хорошо, хорошо взял. Так, ладно. Все-таки пришел, ребята. Вот это хорошая поклевка была. То, что нужно, лещевая. Блин. Ладно. Бомбим дальше. Хорошо. Бахнул, зараза. Кормим, ребята, кормим. Не отчаиваемся. Хорошая поклевка, ребята, была. Ай. Но это все прям лещевая прям. Щелк, щелк. Шнур провис в натяг, щелк. И почему-то не засекся. Блин, 9:30. Может все-таки наконец-то начинает клювать, как должно быть. По ночам. Жарко же все-таки. Комар вылез. Надо будет, скорее всего, штаны приодеть, потому что начинает немножко покусывать. Блин, а? Ну смотри-ка, зараза, а. Ну, мне начинает это нравиться, ребята. Это уже что-то. На точке его нету, но какой-то проходной уже был. Я говорю, не поверю, что здесь такой не поймаем. Над рекой туманчик, друзья, стелится. Смотрите, какая красота. Вообще прелестно просто. Шикарные пейзажи просто. Блин, надоел этот ментай меня. Вешается. Я же леща жду. Ну какая. Какая матерая. Ну давай, цепляйся. Я же леща жду. Надоела она меня. Может, она тут лещей, ребята, пугает. Вон, смотрите, видите, всплеск. Она, может, тут пинает их своим носом длинным. Комар попер. По страшной силе, блин. Пучочки такие серьезные. Чтоб уже наверняка мимо не прошел.
Столько же перезабросил. Только, ребят, перезабросил. Второй начал перезабрасывать. Такой удар, блин. Ух ты, блин. Тихо, тихо, брат. Ну, не крупненький. Ну, наш. Взяли. Взяли наконец-то. Сходу, ребята. Бам-бам-бам. Есть. Красавчик. Ну, первого в садочек ставим. Блин, а? Вот они, нервотрепы-то, а? Вот, кинул, ребят, перезаброс. Второй достаю. Выматываю, и вот поклевка. Вот тот раз такая же поклевка была, первая. Ну, там, кто фидером занимается, кто леща ловит, тут ничем ее не спутать. Вот проходил, походу, вот попал ему. Пожалуйста, он взялся сразу. А на точке его нет. Если бы он тут стоял на прикорм, он бы клювал периодически. Хотя бы шнур задевал. Бывает такое, то, что достаешь поводок весь в слизи. Он ходит, ну, пылесосит, терется об шнур, об кормушки рядом там. Достаешь, бывает, вот эта лещевая слизь, когда теплая вода. Там ничем не спутать. Но если долго мучиться, что-нибудь получится. Это всегда такое было, ребят. Просто кто-то сдается, кто-то сидит. Вот и все. Я просто в эту точку верю. Я что сразу сказал, не может быть здесь такого. И как бы относительно я тут и ни палатки не ставлю, там, и не кушать не готовлю. Ну вот, нечего делать. Понятно, что это на видео очень быстро, но это все-таки время, ребята. Наедине как бы и все равно. Время очень долго идет. Когда ты с компанией, когда ты общаешься там туда-сюда, то это быстро время проходит. Здесь ты когда в своих мыслях, время очень, она просто останавливается. И я как бы говорю, блин, не может быть, что не зацепим. Вот, мотыльки, ребята, на лампу мы прилетают. Прям лупятся об нее. Так что такие дела. Блин, ну может к утру расклюется, хрен знает. Было бы неплохо. Такой грамм 600, наверное, 700. Плюс-минус будем завешивать, а то постоянно пишут, что нет там такой рыбы. Вот. Ну, классная поклевка. Вопросов нету. Она вот одна просто. Вот вторая поклевка, ребята, за сегодняшний день, которая, ну, реализовалась, но вот это как бы более-менее что-то рыба, да? Все остальное вот это уже не то. Ну, хоть макнул с очком, макнул в садок. Поехали дальше. Не понял ни хрена.
Густерочка-то, ребят, какая. Это не подлещи, густера. Ну смотрите, что-то начало выходить, ребята. Только перезабросил. Опять же. Эту возьмем уже, что. Такая более-менее. Вот я зацепил, ребят, еще одну. Темная ночь, только пули свистят. Ах ты, чисто классика в глубинку. Вот такой, ребят. Небольшой. Ну пойдет. Чуть не пойму, ребят, то ли поклевка-то. А, поклевка. Вроде как поклевка. Что-то мурыжит, мурыжит. То ли задевает, то ли что. Посмотрим, что-то нет вроде как. Густера, ребята. Ну, крупная. Нормальная густерочка. Такая уже. Не то, что днем. О, пойдет. Еще один, ребята. Только он сказал, посидим, подождем. Вот, но они редко клюют. Ну, клюют красиво. Жаль, поклевку не засунуть. Ну вот, хорошенький, ребят. В домике.
красавец, такой же, как первый. Хрюкает. Ну вот, ребята, и утречка. Ну, после того, как поймали, где-то минут 20-30 прошло. Скорее всего, это был крайний. В плане ночного, я имею в виду. Сейчас затишье должно быть. Потом начинается мелочь, опять жестко. А потом бывает, что они поклевывают. Какой-то год, ребят. Какой-то год мы здесь с семьей были. И уже что-то туда-сюда. Я обычно вот так тоже до часу, до 12 отрыбачу. Девчонки, ясно дело, спят уже. Палатка-то уже с вечером, там накушанные, накупавшиеся. Молодые девки. Но я вот обычно посижу. И к ним потом на пару часиков. Будильник ставлю, там 2 часика отдыхаю, 2-3. И выхожу как раз к утряночке. Вот бывали, полавливали. Ну, какой-то год, вот говорю, мы уже домой собираться. 8-9 утра, уже 10. Купаться уже съездили на ту сторону. Здесь камни, неудобно. На ту сторону на лодке переплывем. И, короче, я собираться. А они клюют и клюют. Не крупные, но такие. В зачете. 10 утра, блин. Так что хрен, когда угадаешь, ребят, когда он ходит. Я вам скажу больше. Что сегодня, вот мы с вами отсидели, допустим, да, вот он вышел в 11. До 12 он поклевал час. Завтра здесь же, на этом же месте, на этой же клипсе, на этой же бровке, возможно, так не будет. Стоит что-нибудь только поменяться. Или наоборот, там немножко похолодает. Или немножко пасмурно будет. Он может выйти с вечера, в общем, ну, здесь такая штука, ребята. И вот надо вот высиживать. Кормить, 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 высиживать. Ну, естественно, не лениться, то бишь, когда не клюет, ну, стоят фидера и стоят. А надо периодически все равно бросать, бросать, бросать. Потому что рыбалка, сами знаете. Рыбалка, одна поклевка решит все мучения. Ну, я сейчас большой привет карпятникам передаю, которые сидят по 3-4 дня, бывает. Вот реально вот кормят, кормят. А кормят они там немало. Там, конечно, своеобразная рыбалка. Завозят там, кидают вот эти торпеды, бойлы, там шмойлы. И вот, в общем, выжидают там по 3-4 дня реально вообще без поклевки. И вот потом бац, долгожданно вот этот поросенок на килограмм 15, там 18. Чисто для фотки и отпустить. Ну, это там своя тема, в общем. Здесь-то понятно, сразу классика, как бы. Фидер никогда не давал, как бы, этот, скучать, так скажем. Все равно какая-то мелочь, что-то, какой-то бонусок. Но в плане такого, то, что, ну, видите, у всех все по-разному. И вот, понятно, кто-то настоящего ладью ловит. Это проще, намного проще. Там деликатные снасти 40 грамм кормушки, 30 грамм кормушки. Тут 110, ребят, понимаете. Плюс в течение надо периодически чаще кидать. Потому что все-таки тяга идет не только на поверхности, она и на дне присутствует. Корм уходит. Ну, у своих всех плюсы и минусы, в общем. Такие дела. И каждому водоему надо привыкать. То бишь какое-то должно быть понимание.
не может сюда приехать какой-нибудь профессионал, там, я не буду говорить там, да, за спортсменов, там, ну, какой-нибудь матерый там, ну, давайте Фадеев, хрен с ним. И он тут будет бомбить. Он 2-3 дня ему надо здесь побыть, разведку понять. И только тогда там какое-то понимание будет. Ну, я вообще так образно говорю, ребята. Также и везде это, везде. Да, есть места, где дуром, конечно, лупит там хищник, допустим, дикие места там, да. Щуки, там, окуни, там, что хочешь кидай. Не, ну здесь все-таки английская донка, ребята, это все-таки лещ, он такая рыба осторожная. Его все равно надо болтать, как говорить, там, экспериментировать нужно постоянно. Потому что я сижу с этим опарышем, там, как бы это, ну, это ни о чем. Нужно вообще разные насадки, конечно. Вот. Бутерброды там туда-сюда, какие-то вот добавки там. Ну, вообще в целом, если заниматься, конечно. Тогда да. Ну а так, как бы я для себя немножко понятия имею. Ну, мне, в принципе, достаточно. Как бы, я там не какой-то спортсмен, там, я не хочу там как-то там тут сейчас выпернуться, как-то там показать себя. Просто вот делюсь с вами, ребята. Потому что вот пишут многие, типа, ну что ты там учишь? Ты сам ни хрена не умеешь. Ну, вот так бывает, пишут, ребят. Но поверьте, сколько мне пишут вообще новичков. И вообще просто какую леску взять, Андрюха, понимаете? Как бы вот я помимо, говорю, вот того же Ютуба, много соцсетей, где вот реально люди спрашивают. Ну, они смотрят, они хотят только начинать. Соответственно, ребята, вот здесь-то вот вся банда-то и собирается. Есть матерые, есть профессионалы, есть любители, есть новички и так далее. Вот. И надо как-то, ну, друг друга уважать, что ли. Не зря же говорится, на рыбалке, в бане генералов нету. От молодого до старого все рыбаки. Берегите природу только, вот и все. И как бы хотя бы что-то как-то полавливать так в целом. Потому что у нас рыбалка вообще умирает, ребят. Я не знаю, что будет дальше. А дальше, походу, только хуже. Потому что уже периодически 3-4 сезон все только хуже становится. Налима меньше становится. Щуки меньше. Этого меньше. Только так, где-то вот случайная рыбалка, где фартанет, повезет. Вот так как-то. Нет такого, что ты приедешь там и по-любому у тебя будет. Загадывать вообще никак нельзя. А от того, то, что там ты не поймал там, и вот там люди что-то там хотят доказать там этим. Я насчет этого, ребят, не обижаюсь. Я вырос на реке. Я с таких лет здесь. Да, начинал, понятно, там с того. Потом все переросло. И кто бы что ни крутил, не встаем на месте, правильно. Вот недавно, вот буквально вчера, вот человек мне написал, мне было интересно, когда ты ходил с чайником, с котелком от кофе банки. Ну, было у меня такое. Ну да, ребята, ну, как бы сейчас все стараются жить как-то лучше. В общем, если я здесь в эту сферу погрузился, да, допустим, если я этим занимаюсь очень плотно, почему я должен вот как-то вот все вот по старинке? Все идем дальше, как бы. Я не скажу, что у меня тут какие-то тут крутые снасти там какие-то. У меня все простое, бюджетное, поскольку, где-то так, где-то так. Это все собиралось тоже не один год, не за одно лето взять там и все. Это все потихоньку, помаленьку. Просто, наверное, многие просто не понимают вот и все. Такие дела. Так, ребят, мысли вслух, как говорится. Птицы начали петь, слышите? Это значит уже движуха, ребята, утренняя. А я вот думаю, заваливаться мне в водку. Не хочу палатку стелить. Разбирать там на росе ее. Поспать 2 часа, потом собирать. Вон в лодку залез в спальник. И все нормально. Там, кстати, чтобы вы не думали, там не холодно. Она на дне не стоит. Как бы там у меня же ребра и пол поднятый. Плюс коврик. Да и вода, ребята, захожу сейчас. У меня ноги прям... Ну, сейчас 13 градусов вроде, а вода что в районе 20-ки.
Соответственно, вода сейчас теплее, чем воздух. Вот почему многие, когда ночью купаются, говорят, что парное молоко. Это просто воздух холодный, ребят. Соответственно, зимой, когда моржуешь, надо просто это преодолеть. На улице минус 30, допустим, да, а в воду заходишь, вода плюс 4 зимой. Соответственно, такие дела. Опять какая-то хрень летит. Пасут, ребята, пасут. Вот надо, короче, больше плакать, ребята. Больше плачешь, вам рассказывают что-то, и поклевка сразу, бац. Ну не большенький такой. Так, наверное, заберем, да? Ой, как неудобно. Ну ладно, что ты? Разругался-то. Тоже дали немножко шанса. Потому что обложился, ребята, неправильно. Тут стол перешагнуть не могу. Там подсак поставил. Это неправильно постанова. Соответственно, выводить, перешагивать-то надо. А мог бы вон сэкономить, да. Ладно, там такой. Ну, с характером, видели, да? Как хвостом бахнул. Блин, сколько просидел-то без поклевок? Минут 40, наверное. Вот, пожалуйста, тебе еще один. Ну, говорю, редко-редко. Это уже глупость. Как бы, это не сход. Это уже конкретно от меня все зависело. Надо было туда вывести его. Или вот просто сэкономить. Расположуха неудобная. А кресло стоит именно здесь, потому что здесь камни подложил. Кресло надо с упорами нормальными, выдвижными, которые регулируются, и тогда будет все шоколадно. Ну красиво клюет он сегодня, а? Прям так атакует, как хищник. Бам-бам-бам-бам-бам. Рых-рых. Не то, что там бывает. Теребилька это. А тут прям классно делает. Чистенький. Как-то так, ребята. Дожил до 2. В принципе, спать вообще не хочу.
Ну, надо отдохнуть немножко. 2:02. 2:02, ребята, у нас по времени. Ну, прекратилось. Сейчас какой-то хищник ударил по фидеру, блин. Живет, стоит рядом, не хочет. Всегда так было, блин. А, спальничек постиранный. Короче, ребят, покемарю пару часиков. Там солнышко встанет. Попробуем. Ну, а так, отдыхать. Так, первый пошел. А тут что-то у нас дергает. И удочка вся с краю прям. И удочка вся с краю. Там что-то трава, блин. Там рыба, ребята. Как мне достать сейчас? Уже больше не идет. Не мотает больше. О, какой послушный. Красавчик. Попался все-таки, пока спали. Долго сидел, да, ты? Ждал меня. Какой послушный красавчик. Ладно. Погнали. Тогда в садочек. Раз ты столько ждал и не ушел. Ух ты. А в конце такое шоу. Молодец. Вот так вот.
Ребята, доброе утро. Короче, рассказываю. Полная хрень получилась, то что я лег спать. Я в 3 лег в лодку. Туман такой был, прохладно так было. Что-то залез в спальник, начал согреваться. Комар все равно где-то местами прокусывал, пришлось. Ну, короче, вошкаться там, пока себе местечко нашел. Уснул. Поставил будильник на 4 утра. Ну, у меня сел телефон. Точнее, я включил видео. И поставил и уснул. А зарядки немного было. И, короче, он у меня сел. Просыпаюсь, в общем, без будильника, ребята. 5 часов 15 минут 6. И смотрю, как раз только встает солнышко. Только-только. И, короче, такое состояние сейчас. Ну, ни 2, ни 1,5, знаете, ребята. То ли спал, то ли не доспал. В общем, такое себе сейчас. Один фидер, смотрю, в стороне. Попался подлещик. Короче, не зря его оставлял. Хотел смотать, потому что вода, смотрю, прибывает. И трава вот эта наматывается, налипает. Надо было, думаю, смотать. Но все-таки откупился подлещиком. Ну ладно, зарядил, ребята, все. Четенько, на живца новенького повесил. И заварил себе горячую кружку такую. Вот еды набрал, ребята, всяко разно. Там у меня и макарошки, и колбаски там хотел пожарить. Вот не хочу и все. Точнее, сейчас бы я поел, но мне лень заморачиваться. А вот это самое то, знаете, ребята, сейчас вот кружка кофе и как бы залетела бы нормально. Но вот именно вот это тут горячий, как бы и супчик, знаете, ребята, и бульончик, и горяченькая. Ну, приветствуется, в общем. Это рисовый, макаронный. А есть еще суп-пюре с сухариками. В сумку кинул, как бы. Жрать не просит, а вот так с охотки, тем более с майонезом, я вот люблю. Мне нравится. Ну что, ребята, у нас 5:30. Не знаю я, ребят, проспал все это дело, не проспал или пролежал. Ну, подлещик какой-то был. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас будет, так знаете, приятно тепло с этой стороны, потому что все равно как бы сижу босиком. Потом будет неприятно, так знаете, жарковато, а потом будет жарко. Ну, такие дела, короче. Давайте порыбачим, что, посмотрим. Пару часиков еще дадим. Как ходят слухи, что в 6-7 поклевало мужиков. Может, и у нас что. Ну, в общем, не надо было ложиться, надо было достойно отстоять. Вот сейчас примерно до сюда и сматываться. Но зато я немножко поспал. Это тоже плюсиком. Поехали. Кайфую от этого места, ребята, потому что здесь лесополоса на высоком обрыве. Это что такое? Это переваливается, да? Вот тут уже немножко подпривык. И с вечера, получается, не дает до конца жарить. Если, допустим, вот рыбачил на пляжах, вот именно с той стороны, то это до самого вечера, до 9 тебе солнце в глаз. И с самого раннего утра. А здесь вот лесополоса держит, здесь вот все-таки поприкольней. Тут и палаточка вот еще стоит. В принципе, она еще не нагревается, можно ребенку спать. Ну, время все-таки рано еще. А летом, сами знаете, в палатку, блин, пока солнце не сядет, хрен залезешь. Хоть там она и продувается, и все. Тем более вот сейчас вот не витринки. Тут уже что-то на кукурузку, ребят, я пробую. Вон сколько фидер стоял. Уже он трава налепила. Так.
густера. Густера, густерочка. Посидим еще. Потом спокойно соберемся. Как раз все подсохнет, потому что все сырое, блин. Все помоем, протерем и спокойной душой поедем. Не знаю, ребят, будет лещ, еще не будет. Но сейчас жалею, что, конечно, я лег. Надо было подождать, потому что все-таки выходили еще, поклевывали. Редко, конечно, поклевки были, но все-таки они были. Висел же все-таки один. Такой дерзкий-то. Подлещик, что ли, ребята? Да ладно. Не знаю, что-то на подлещик какой-то не похоже. Нет, подлец. Нормальный подлец. А вот так, наверное, вот так мы его. Ну, что ты такой дерзкий-то с утра? Заезжай. Гостем будешь. Подлещичек. Бомбанул. А я-то думал, с утра вы уже не выйдете, что-то. Такой. Не большенький, ребят, но нормальный. Пойдет. Опа. Хорошо. Последние, друзья, перезабросы делаю. Густера одолевает. В общем, я так понимаю, леща мы не увидим. Надо было ловить, сидеть. Все, ребятки, жарко становится. Такое себе. 29-30 градусов сегодня. Опять не облачко. А завтра уже гроза. Возможно, погодка потом попрохладнее будет. Скорее всего, займемся, ребята, тяжелой артиллерией. Вот такой, ребята, уловчик. Раз, два, три, четыре, 5 штучек. Ну и там 3 густерки. Эти вот более-менее желтенькие такие уже. Более-менее желтенькие. Знаете, поменьше. Сейчас завешу, кстати, хотел сказать. Ну, 500-600 грамм, ребята. Около 700, как я говорил, вот эти. Эти в районе грамм 400-500. 50 где-то вот так. Давайте сейчас покажу сразу, а то пишут постоянно. Так. По нулям, ребята. Ну, поехали вот этого.
Даже ошибся, ребят, килограмм. — 930 грамм, видите? Я уже подсбавил. Вот этот, наверное, 700 будет где-то. 800. Где-то так. Ну да, вот этот 710, ребята. Ну вот эти грамм 450. Около полкило. Так, ошибочка. Сейчас там у нас убежит один. Какие дерзкие. 455. Так, ребят, ну что, я искупался в дорожку. Так, облился немножко. Жарковато, конечно. Ну, такая рыбалочка получилась. В принципе, вечер такой скучный, ребята, знаете. Прям все угасает, угасает. И потом бац. Вот эта первая поклевка, которая не реализована, она мне показала, что да что-то да будет. 5 штучек взяли. В принципе, могли бы и больше. Были пару сходов. Были еще поклевки. И вот с утра, конечно, я зря лег спать, ребята. Ну, как-то так. А так, в принципе, кайфанул от души. Вообще от души. Посмотрел на стерлядочек, как они тут танцевали. Провел вообще круто время. Красота. Давайте, ребята, делайте так. А лучше круче, как говорится. Ну и увидимся на рыбалке. Все, ребят, я до дома потихоньку. Помаленечку поехали.